الحمد لله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المجاهدين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Всем вам, дорогие братья. Есть большая проблема, которая сегодняшний день присутствует среди мусульман. Эти мусульмане, пусть даже те, которые находятся во власти или их подопечные, никак не получают назидания от происходящих событий. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям в своем хадисе говорит: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. Недозволено мусульманину устрашать другого мусульманина. Если поверхностно смотреть на данный хадис, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям предупреждает нас о том, чтобы мы не напугали друг друга. Это является запретной с точки зрения шариата. То есть в этом хадисе Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям не употреблял никакие жесткие фразы. Но когда человек продолжает, тогда уже шариат начинает употреблять жесткие фразы. Аллах субханаху ва тааля в аяте говорит: астагфиру билlah, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения. То есть в данной аяте Аллах субханаху ва тааля указывает положение того мусульманина, который пролил кровь своего брата мусульманина. То есть такой человек вечно остается в аду. Аллах субханаху ва тааля проклянет его и приготовит ему великие мучения. Все мы очень хорошо знаем, что Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: каждый человек, который сказал нет Бога кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, войдет в рай. То есть его конечный итог будет джаннат, если он произнес данные фразы, то есть шахад. Но в этом аяте Аллах субханаху ва тааля упоминает о тех мусульман, которые пролили кровь своих братьев или своего брата. Исходя из этого, у нас, может быть, появляется вопрос: разве существует более суровые предупреждения, чем за преднамеренное убийство своего брата? Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям в своем прощальном хаджи, когда возвращался в Медине из Мекки, он обратился к мусульманам словами: «Куллюль муслими аляль муслими харамун, дамуху ва малуху ва ирдуху». Кровь, имущество и честь каждого мусульманина является неприкосновенной, то есть запретной для каждого мусульманина. Понимается так: честь, достоинство, кровь наших братьев и сестер является для нас запретной. Если кто-то нападет на них, значит нашим долгом является
защита их имущества, честь, достоинство и так далее. К этому обязывает нас шариат Аллаха Субханаху ва Тааля. Исходя из этого, к чему мы сегодняшний день подняли данную тему, то есть отношение мусульманина против своего брата? Потому что сегодняшний день среди мусульман большая проблема является именно данная тема. Мусульмане сегодняшний день нападают друг на друга, убивают их, уничтожают, изнасилуют, изгоняют из своих домов и так далее. Это события раньше происходили в Ираке, раньше происходили в Египте, Ливане, в Сирии. А сегодняшний день тот же реальность происходит по отношению к Судану. Все мы очень хорошо знаем, что сегодняшний день в Судане борются два международные силы во главе Америки и Великобритании. Если вы обратили свое внимание на эту проблему, там эти два неверные государства прямой не участвуют в этом конфликте. В этом конфликте участвует только население Судана, его армия и силы быстрого реагирования. Суданская армия состоит из числа мусульман. Силы быстрого реагирования, то есть группировка, тоже состоит из числа мусульман. Сегодняшний день они во благо интересов Соединенных Штатов или Великобритании, и они уничтожают друг друга, проливают кровь, изнасилуют наших сестер, изгоняет их из своих домов, уничтожает стариков и детей, разграбляет их имущество. Только ради того, чтобы найти довольство своих хозяев во главе Америки и Британии. Поэтому, дорогие братья, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям говорит: «Ла язалул абду фи фасхатин мин динихи ма лам юсиб даман хараман». Раб остается в рамках своей религии, пока не прольет запретную кровь. То есть, сколько бы грехов не было у человека, если он не совершил умышленное убийство, то остается в рамках своей религии. Но если же совершил умышленное убийство, он выходит за эти рамки, лишается блага, навлекает на себя гнев Аллаха Субханаху ва Тааля. И никакое оправдание не спасет его, даже если перед ним его брат-мусульманин сам поднял оружие. Почему? Потому что Расулуллах сказал, если два мусульманина сойдутся в бою своими мечами, то и убивший, и убитый окажутся в огне. Его спросили, убийца понятно, но убитый почему? Он ответил, ведь и он хотел убить своего брата. Реальность данных аятов, которые мы упомянули выше, и это в хадисах Расулуллаха саллаллаху алейхи вассалям, сегодня найдется именно в Судане. Именно там сегодняшний день мусульмане убивают друг друга, проливают братскую кровь, разграбляют имущество друг друга. У нас появляется вопрос в этот момент. Что же делать в такой ситуации? То есть нам, что же делать? Или тем людям, которые живут в том реальности? На это отвечает сам Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям в хадисе, который передает Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен над ним Аллах субханаху ва тааля. В хадисе говорится, перед наступлением судного дня будут смуты,
подобнее темной ночи. Человек утром будет верующим, а вечером неверующим. Вечером верующим, а утром неверующим. В это время сидящий лучше стоящего, идущий лучше бегущего. Ломайте свои луки, обрывайте тетивы, разбивайте мечи о камни. Если кому-то из вас войдут в дом, пусть он будет как лучший из двух сыновей Адама, алейхиссалам. Вот это фитна, которую Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, упоминает в своем хадисе. Сегодняшний день мусульмане, то есть исламские уммы, приближаются к этой фитне. Они перестают различать, где истина, где ложь. Они перестают различать, где друг, где враг. Вот если мусульмане попадут в таком положении, что истина неразличима от лжи, то Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: сидящий лучше стоящего. То есть в таком моменте находиться в доме, не выходить на улицу, для мусульманина считается более лучшим. Или стоящий лучше, чем бегущего. Почему? Потому что это будет такая фитна, которая предупреждает нас Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Тот человек, который не выходит из своего дома, будет спасен. А кто уже выходит, он уже теряет своего пути. Поэтому пусть Аллах субханаху ва тааля простит нас, пусть Аллах субханаху ва тааля поможет населением Судана, в особенности всем исламской умме. Пусть Аллах субханаху ва тааля этой умме одарит справедливого султана, который будет исполнять законов справедливости над ним и который будет заботиться о них днем и ночью. Джазакум Аллах хайр.